Брат Аширбая, Тачмурат, также ожидает экстрадицию в Туркменистан. Были закрыты все школы на узбекском и казахских языках. Туркменистан проталкивает в общество дискриминационные взгляды по отношению к женщине. Он был жестоко избит, и в больнице он погиб, умер. Августа туркменский беженец Аширбай Бекиев, преследуемый на родине по религиозным мотивам, был депортирован из Москвы в Ашхабад. В настоящее время он находится в Тажауском СИЗО. Другой брат Аширбая, Тачмурат, также ожидает экстрадицию в Туркменистан. Вина братьев состоит в том, что они оказывали материальную поддержку 12 туркменским студентам в Санкт-Петербурге и обучали их исламу. Две области Туркменистана на востоке страны граничат с Узбекистаном, где проживает много узбеков. Еще при жизни Ниязова, это первый президент Туркменистана, были закрыты все школы на узбекском и казахских языках. В то же время в Узбекистане, даже в нынешнее время, в школах на туркменском языке ежегодно оканчивает более 1000 выпускников. Еще один пример. Ни в парламенте, ни один руководитель из нацменьшинств не занимает посты в государственных должностях. Один из примеров – это школьник Сулейман, который дошел до финала по вольной борьбе на чемпионате страны. Его предупредили, чтобы он проиграл этот финал, потому что должен был победить туркменский спортсмен. Он, конечно, не послушался, и в итоге он выиграл этот финал. После этого он был жестоко избит, и в больнице он погиб, умер. В Туркменистане одна из самых уязвимых частей населения. Несмотря на Конституцию, на декларации туркменского официоза о гендерном равенстве, на практике Туркменистан проталкивает в общество дискриминационные взгляды по отношению к женщине. Совсем недавно зарубежные СМИ широко разрекламировали закрытие бьюти-центров. Новости о запрете на покраску волос, светлый тон, о запрете на ношение облегающей одежды, на вождение женщинами автомобилей и даже сидеть на переднем сиденье в машине